Алексей Кулаковский родился 4 марта 1877 года в четвертом Жахсагонском наследии Батурусского улуса Якутской области в традиционной патриархальной семье якутов среднего достатка Елисея Васильевича и Анастасии Николаевны Кулаковских третьим ребенком. Семья считалась зажиточной. Алексею Кулаковскому удалось получить хорошее образование. В 1886-90-х годах он учился в Чурапчинской инородческой школе. В 13 лет, окончив с отличием школу, продолжил учебу в Якутском духовном училище, где проучился 1 год. Далее он окончил реальное училище в Якутске в 1897 году. Начал трудовую деятельность в должности помощника письмоводителя Батурусской инородной управы. Начиная с 1910 года Кулаковский работал учителем в разных улусах. В годы революции и гражданской войны Алексей Кулаковский находился на севере. В августе 1917 года был назначен комиссаром Временного правительства по Верхоянскому округу. В 1920 году, когда в Якутии установилась советская власть, он получил возможность продолжить работу в качестве учителя и заняться наукой. В 1920-21 годах он работал учителем в Качикатцах и Черкёхе. В октябре 1921 года Алексей Кулаковский, как сотрудник отдела исследований Сибири Якутского губревкома, получил открытый лист, дающий право проезда по территории всей области для сбора научного материала. Назначался особо уполномоченным Временного Якутского областного народного управления. В августе 1924 года был назначен преподавателем якутского языка в педагогической техникум, а также утвержден членом литературно-переводческой комиссии. Кулаковского назначили заведующим литературно-художественной секцией Наркомпроса Якутской ССР, сотрудником Якутского краевого географического общества. Вместе с анимпадистом Сафроновым Платоном Аюнским он стал организатором научно-исследовательского общества Саха-Кескеля. Работал в составе вновь организованного комитета помощи малым народам Севера. Алексей Кулаковский посетил практически все уголки громадной Якутии, изучая родной край, его природу, этнографию, экономику. Большую часть своей сознательной жизни посвятил духовному развитию народа, видя в нем единственную возможность улучшения жизни. В декабре 1925 года выехал делегатом от Якутской ССР на первый тюркологический съезд в Баку. По пути заболел, умер от болезни в Москве 6 июня 1926 года. Похоронен на Даниловском кладбище. Первые произведения Кулаковского были написаны в 1897 году на русском языке «Вправе ли русские гордиться своим именем?» и «Главнейшие достоинства поэзии Пушкина». В 1900 году им было написано первое в якутской литературе поэтическое произведение «Баянай-Алгха». В 1900-1910 годы Кулаковским были написаны поэмы «Сахажақталларын метереттері», «Бүлүлі үнкі», «Сүйін толбут әмәқсіні рыта», «Кетчегей бай», «Өріс бәліқтері», «Дөрүлі гиттен түңнері төлкөлөг», «Красыбай кыз» и другие. Все эти произведения были опубликованы только в середине 1920-х годов. В начале 1920-х годов Кулаковский написал поэму «Сайын келите» и ряд стихотворений, в которых он воспевал советскую власть.
По масштабности, философскому складу содержания и образности языка вершиной творчества Кулаковского считается поэма «Оюнтюле» «Сон шамана». Одной из ключевых тем его деятельности и жизни была проблема выживания, сохранения и развития якутского народа, которые можно решить при культурном переустройстве жизни народа. В своих работах Алексей Кулаковский продемонстрировал всю глубину и многообразие якутского художественного сознания и философской мысли. Им обработаны и систематизированы ценнейшие источники для изучения верования якутов, народные легенды и предания историко-этнографического характера. Особое значение имеют работы по якутскому языку и фольклору. Собрал и обработал на якутском, русском и латинском языках большой материал «Виды животного и растительного царств», известные якутам. Тем самым первым в Сибири создал научную классификацию флоры и фауны. Ввел в научный оборот якутские названия животных и растений, внес свой вклад в биологическую терминологию. Он описал народно-хозяйственное значение основных видов животных. Выясняя особенности и общие признаки каждого вида, поставил ряд проблем биогеографического и экологического направления. Научный и практический интерес представляют статьи Алексея Кулаковского о климатических изменениях в Якутии, о способах выживания и адаптации в экстремальных ситуациях, помещенные в 1925 году в газете «Автономная Якутия». Первый президент Якутии Михаил Ефимович Николаев, воплощая идеи Алексея Елисеевича Кулаковского, придавая им новое актуальное содержание, опираясь на его фундаментальные идеи, создавал новую республику Саха-Якутия в составе Российской Федерации. Указом первого президента Республики Саха-Якутия Николаева от 3 марта 1992 года учреждена государственная премия имени Алексея Елисеевича Кулаковского за выдающуюся подвижническую общественную деятельность по возрождению духовной культуры народов Якутии. В 2002 году на площади Дружбы народов в Якутске установлен памятник Кулаковскому.